Столкновение с трудностями – это возможность стать сильнее и ответственнее. Верьте в себя, потому что я верю в вас. Вы созданы по моему образу и подобию, а это значит, что в вас есть божественная искра. Эта искра – тот свет, который может осветить ваш путь и путь тех, кто вас окружает. Комментарий: «Я – образ и подобие Бога». Помните, что жизнь – это путешествие, и оно не всегда будет легким. Будут моменты темноты, но даже в самой глубокой темноте есть свет, который ждет, чтобы засиять. Никогда не сдавайтесь, потому что надежда – это мощная сила, способная преодолеть любое отчаяние. Вы уже столкнулись со многими трудностями и преодолели препятствия, которые казались непреодолимыми. Эти переживания не прошли даром, они сформировали вас, укрепили и подготовили к тому, что ждет вас впереди. Каждая выигранная битва приближает вас к вашей цели. Я упомянул ваше имя в великом собрании жизни, потому что вы должны сыграть важную роль в этом мире. Каждый человек, которого вы встречаете, каждая ваша улыбка, каждый акт доброты, который вы совершаете, имеет значение. Вы – важный кусочек в мозаике бытия, и без вас мир был бы менее полным. Не беспокойтесь о том, что думают о вас другие. Помните, что вы уникальны и особенны, и ваш путь ваш и только ваш. Иногда может показаться, что весь мир настроен против вас, но знайте, что я всегда рядом с вами, направляю вас с любовью и мудростью. Верьте в свои мечты и следуйте за своим сердцем. Вы созданы с уникальными дарами и талантами, и ваш долг – поделиться ими. Не позволяйте страхам и сомнениям остановить вас на пути к достижению желаемого. Помните, что я с вами и укрепляю вас на каждом шагу. Не зацикливайтесь на прошлом, потому что прошлое – это перевернутая страница, а настоящее – ключ к вашему будущему. С каждым новым рассветом у вас есть возможность начать все заново, переосмыслить себя и создать ту жизнь, которую вы хотите. Комментарий: «Я верю в это послание». Будьте благодарны за каждый подаренный вам день. Жизнь – это драгоценный дар, и каждое мгновение – это подарок. Не тратьте время на беспокойство о том, что могло бы быть или что будет. Живите настоящим с благодарностью и радостью, и вы найдете красоту в мелочах жизни. Никогда не забывайте о любви. Любовь – самая могущественная сила во Вселенной, и она находится внутри вас. Любите себя, любите других, распространяйте любовь везде, где бы вы ни находились. Любовь – это путь к истинному счастью и самореализации. Ваше имя было упомянуто, потому что вы важны, вас любят без слов, и ваше предназначение в этом мире значимо. Вы способны изменить мир к лучшему, вдохновить других, оставить после себя неизгладимое наследие. В минуты сомнений и неуверенности помните, что я здесь, всегда готов прислушаться к вашим молитвам и направить ваши шаги. Доверьтесь мне и пути, которые я избрал для вас, потому что это путь любви, надежды и цели. Не позволяйте страху остановить вас на пути к звездам. Вы способны на великие свершения, и Вселенная готовит заговор в вашу пользу. Верьте в себя.
Верьте в путь и знайте, что вы достойны всех благ, которые предлагает жизнь. Ваше имя было названо, а это значит, что вы особенный. Что бы ни случилось, никогда не теряйте надежды, потому что будущее таит в себе чудеса, которые вы даже не можете себе представить. Двигайтесь вперед смело и решительно, и вы увидите, что ваши мечты сбываются. Запиши это, Господи, мое дорогое дитя. Вы являетесь важной частью божественного плана. Ваше предназначение в жизни уникально и ценно, а ваш путь полон возможностей для роста, радости и самореализации. Жизнь – это драгоценный дар, полный взлетов и падений, испытаний и побед. Каждый опыт, с которым вы сталкиваетесь, формирует человека, которым вам суждено стать. Не существует препятствий, есть только возможности, замаскированные под для роста. Помните, что я всегда рядом с вами, направляю и укрепляю вас. Сосредоточьтесь на своих мечтах и целях, Вселенная слушает вас и готовит заговор в вашу пользу. Верьте в свои силы, потому что вы способны достичь всего, чего хотите. Не позволяйте страху или неуверенности в себе парализовать вас. Помните, что вера – это основа для достижения цели. Жизнь – это увлекательное путешествие, полное приключений, которые ждут вас впереди. Будьте открыты для возможностей, которые открываются перед вами, и не бойтесь открывать новые горизонты. Неизвестность может пугать, но именно в ней можно найти самые большие сокровища. Никогда не недооценивайте силу любви и сострадания. Распространяйте доброту везде, где бы вы ни находились. Будьте светлым маяком для других. Любовь – это ключ к полноценным отношениям и глубоким связям. Комментируйте «Аминь, Господи». Цените каждый день как подарок. Будьте благодарны за мелочи и находите радость в простых вещах. Благодарность – это мощный инструмент для привлечения в свою жизнь большего количества хороших вещей. Когда вы концентрируетесь на том, что у вас есть, вы освобождаете место для того, чтобы получить еще больше. Соблюдайте баланс между заботой о себе и заботой о других. Помните, что вы важны и заслуживаете любви и внимания. Заботьтесь о своем физическом, психическом и духовном здоровье. Это укрепит вас для успешного выполнения своего предназначения. Двигаясь вперед по своему пути, знайте, что не все поймут и поддержат ваши мечты, и это нормально. Сосредоточьтесь на тех, кто поддерживает вас и верит в вас, поскольку именно эти люди помогут вам достичь ваших самых высоких целей. Не позволяйте прошлому определять вас. Каждый новый день – это возможность начать все сначала и создать ту жизнь, которую вы хотите. Освободитесь от оков прошлого и с энтузиазмом окунитесь в настоящее. Будущее полно невероятных возможностей, которые ждут вас. Помните, что я всегда рядом с вами, слушаю ваши молитвы и направляю ваши шаги. Доверьтесь мне в том пути, который я избрал для вас, ибо это путь любви, надежды и цели. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, вы никогда не будете одиноки. Вы достойны любви, счастья и успеха. Никогда не теряйте веру в себя,
и в то, что Вселенная способна воплотить ваши мечты в жизнь. Продолжайте двигаться вперед с уверенностью и решимостью, и мир откроется перед вами так, как вы и представить себе не могли. Напишите: «Я принимаю это слово, мой возлюбленный сын». Я хочу, чтобы вы носили в себе уверенность в том, что вас любят, ценят и предназначают для великих свершений. Ваше имя занесено в великую книгу жизни не просто как запись, но как обещание светлого и значимого будущего. Какие бы невзгоды ни встречались на вашем пути, помните, что у вас есть силы для их преодоления. Жизнь может быть сложной, но каждое испытание – это возможность расти, учиться и становиться лучшей версией себя. Никогда не забывайте искать мудрость, будь то через самоанализ, поиск знаний или духовную связь. Мудрость поможет вам сделать выбор на протяжении всей жизни, позволяя принимать мудрые решения в соответствии с вашим предназначением. Всегда поддерживайте в своем сердце пламя надежды. Надежда – это якорь, который будет поддерживать вас во время жизненных бурь. Это свет в конце тоннеля, освещающий путь к лучшему будущему. Жизнь – это путешествие, полное драгоценных моментов и неожиданных трудностей. Используйте каждый день как возможность расти, любить и менять мир к лучшему. Помните, что ваши действия способны положительно повлиять на жизнь других людей. Обращайтесь ко мне в радости и печали. Я всегда слушаю ваши молитвы и даю наставления. Ваша связь со мной – источник силы и вдохновения. Напишите: «Бог – моя причина жить». Будьте уверены в себе и в своей способности осуществить свои мечты. Мир полон безграничных возможностей, и у вас есть потенциал для достижения великих свершений. Верьте в свою ценность и в то, что вас ждет цель. Эти слова – напоминание о том, что вы особенный, любимый и предназначенный для жизни, наполненный смыслом и самореализацией. Каждый день – это новая страница в вашей личной книге, и вы являетесь автором этой истории. Каждое действие, выбор и решение формируют сюжет. Оставайтесь верны своим ценностям, будьте сострадательны и добры к другим, и прежде всего, будьте добры к себе. Иногда вы можете чувствовать себя потерянным или удрученным, но не позволяйте этим чувствам затмить свет, который сияет внутри вас. Вы наделены божественной искрой, которая соединяет вас со Вселенной. И все возможности, которые Он предлагает. Ваше имя было упомянуто потому, что вы являетесь неотъемлемой частью божественного плана. Ваш опыт, навыки и выбор играют основополагающую роль в построении лучшего мира. Следуйте своему сердцу и своему предназначению, и вы оставите в этом мире неизгладимый положительный след. Не бойтесь просить о помощи, когда она необходима, будь то друзья, родственники или профессионалы. Взаимная поддержка – неотъемлемая часть жизненного пути, и признание того, что вам нужна помощь, является признаком силы. Комментарий: «Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты мне помогаешь». Увлеченность жизнью и ее семьями означает, что каждый новый день предлагает что-то новое, что можно открыть, узнать и оценить. Будьте открыты для опыта и возможностей, которые бросают вам вызов,
и заставляют вас расти. Поддерживайте связь с природой, ведь она – проявление моего творения. Находите вдохновение в красоте земли, неба, деревьев и рек. Природа может стать убежищем и источником исцеления в трудные времена. Помните, что прощение – это мощный инструмент исцеления. Прощение себя и других позволяет освободиться от груза прошлого и двигаться дальше с легким сердцем. Не беспокойтесь о том, что находится вне вашего контроля. Сосредоточьтесь на том, на что вы можете повлиять, и делайте все, что в ваших силах. Успех измеряется не только результатами, но и самоотдачей и усилиями, которые вы прилагаете к достижению своих целей. Найдите время для молитвы и медитации со мной. Эта глубокая связь позволит вам обрести внутренний покой и руководство в моменты сомнений. Ваш духовный путь – это важная часть вашей жизни, которая может наполниться глубоким смыслом. В моменты испытаний помните, что каждая трудность – это возможность для роста. Вы сильнее, чем вы думаете, и ваш опыт позволит вам преодолеть любые препятствия. Никогда не теряйте веру в себя и в будущее, которое вас ждет. Мой возлюбленный сын, ты – драгоценный дар, уникальное проявление меня в творении. Продолжай верить в себя, в свое предназначение и в свой потенциал, чтобы изменить этот мир к лучшему. Иди вперед с решимостью, любовью и надеждой, потому что ты любим без слов. Давайте помолимся вместе прямо сейчас. Дорогой Бог, благослови нас своим светом и мудростью, когда мы возносим наше сердце в молитве. Мы хотим выразить свою благодарность за все благословения, которыми Ты нас одарил. Мы благодарим Тебя за каждый новый день, который Ты даришь нам, за каждый вздох, который мы делаем, и за каждую возможность, которая появляется в нашей жизни. Мы понимаем, что каждый момент – это дар, и обещаем ценить каждое мгновение, находя радость в мелочах. Господи, мы просим у Тебя руководства и силы, чтобы справиться с трудностями, которые бросает нам жизнь. Мы знаем, что это не всегда легко, но мы верим, что с Тобой рядом мы способны преодолеть любые препятствия. Помоги нам смело и решительно встречать трудности, зная, что Ты – наша скала и прибежище. Возлюбленный Бог, мы просим у Тебя благословения на наш духовный путь, дай нам мудрость, чтобы понять учение, и силу, чтобы жить в соответствии с Твоей волей. Помоги нам взрастить веру в наших сердцах даже во времена сомнений и направь нас в поисках истины и понимания. Сегодня мы молимся за всех, кто сталкивается с трудностями. Мы просим у Тебя исцеления и утешения для больных, мира для страждущих и помощи для нуждающихся. Помоги нам протянуть руку помощи и оказать любовь и поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации, чтобы они могли ощутить Твое присутствие через наши действия. Господи, мы просим у Тебя руководства, чтобы мы могли принимать мудрые решения в нашей жизни. Помоги нам определить правильный путь и принять решение, соответствующее Твоим планам относительно нас. Пусть наш выбор будет продиктован любовью, состраданием и желанием творить добро. Боже, мы молимся о мире во всем мире, просим Твоего вмешательства в конфликты, от которых страдают народы, и примирения между теми, кто разделен.
Пусть Твой мир, превосходящий всякое понимание, наполнит сердце тех, кто выступает за мир, и тех, кто ищет мира. Господи, благослови наши семьи и близких, охрани, защити и наполни их сердце любовью и радостью. Помоги нам быть источниками поддержки и любви друг для друга, создавая связи, способные противостоять жизненным бурям. В это время мы также хотим вспомнить всех тех, кто ушел из этой жизни. Мы просим Тебя о милости и утешении для их душ, и чтобы Твои любящие руки заботились о них в вечности. Возлюбленный Бог, мы просим у Тебя руководства и благословения для лидеров нашего мира, чтобы они могли принимать справедливые и мудрые решения, которые принесут пользу всему человечеству. Пусть они руководствуются принципами сострадания, равенства и справедливости. Наконец, мы просим Тебя, Господи, продолжать благословлять нас своим постоянным присутствием в нашей жизни. Пусть мы чувствуем, как Твоя любовь окутывает нас, а Твоя мудрость направляет нас на каждом шагу. Помоги нам жить жизнью, прославляющей Твое имя и отражающей Твою любовь. Пусть эта молитва станет источником вдохновения и надежды для всех, кто ее слышит. Пусть мы и дальше идем по пути веры, любви и сострадания, веря, что Бог всегда с нами и направляет нас на каждом шагу нашего пути. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Ты взывал ко мне своими устами, в Твоих мыслях была глубокая потребность Твоего сердца, и я пришел ответить Тебе, чтобы показать, как сильно я люблю Тебя. Моя привязанность не исчезает с течением времени, мое присутствие не отдаляется от вас даже в самые трудные минуты. Не доверяйте слишком сильно своим эмоциям, они могут обмануть вас, встряхнуть, как ветер встряхивает пшеницу, и попытаться подорвать доверие, которое вы выстроили за столько зим и весен, идя рядом со мной. Вам кажется, что вашей веры недостаточно, что годы идут, а вы ничего не достигли, что вы отстаете и испытываете глубокое чувство неудачи. Вы также проливали слезы, думая, что я оставил вас и забыл. Сегодня я хочу напомнить вам, что я всегда был рядом с вами, и делаю это для того, чтобы вы увидели, как сильно я вас люблю, и чтобы вы могли найти утешение прямо сейчас. Позвольте мне выпустить те слезы, которые бьются в вашем сердце. Не пытайтесь нести груз вины, который навязывают вам другие. Я хочу, чтобы моя вера укреплялась моими словами, чтобы ваш мир опирался на мои обещания, а уверенность в том, что я всегда буду с вами, оставалась неизменной. Когда вы чувствуете себя одиноким и подавленным жизненными трудностями, когда жизнь наносит вам раны, боль будет напоминать вам о том, что вы живы. Но помните, что после боли приходит исцеление, после скорби – победа. Я здесь, чтобы исцелить вас, утешить и ободрить. Напишите 555. Если вы мне верите, я часто повторяю эти послания, чтобы мои слова укоренились в вашем сознании и чтобы, просыпаясь утром, вы с любовью слышали мой голос. Я здесь, рядом с вами, и с глубокой нежностью выражаю вам, что люблю вас. В повседневной жизни вы столкнетесь с неожиданными трудностями, но найдете в себе силы. Моя сила пребывает в вас, моя благодать достаточна, и мои обещания заверяют вас, что я никогда не оставлю вас. После бури всегда наступает спокойствие,
и вы обретете мир. Я наполню вас радостью и силой, и вы подниметесь, чтобы в полной мере жить силой, которую я даю вам. Я люблю вас. Для каждой проблемы, с которой вы сталкиваетесь, есть решение. Посвятите сегодня время молитве, и в моем присутствии я вселю в вас веру и убежденность в том, что вы свободны от долгов и угнетения. Ваши противники будут побеждены, посрамлены и изгнаны, и возврата к ним не будет. Никогда. Однако очень важно, чтобы вы каждый день посвящали мне время, чтобы укрепить себя и понять мою волю. Ваша жизнь может измениться со дня на день, но сначала я должен искоренить тревогу, которая скрывалась в вашем прошлом. Возможно, вы думали, что оно ушло, но оно вернулось, чтобы нарушить ваши эмоции и посеять боль и разлад в вашем доме. Вы знаете, что у меня есть сила, чтобы освободить вас. Если вы доверяете Богу, напишите 999. Тогда позвольте мне действовать по-своему. Если вы действительно хотите как можно быстрее освободиться от этого рабства, не переживайте, если через день не увидите результатов. Я не предлагаю временные средства для облегчения вашей боли, а своими руками вырываю корень ваших страданий. Если вы чувствуете беспокойство, успокойте свой дух. Если вы отчаиваетесь, вспомните мои обещания, и пусть спокойствие наполнит вашу душу, когда вы будете размышлять над ними. Вы просили меня освободить вас от этих проблем, и я не подведу вас. Давайте начнем сегодня с укрепления наших отношений. Не надо просто говорить приятные слова, а потом забывать обо мне. Если вы искренне обожаете и любите меня, я хочу видеть это отношение днем и ночью во всех сферах вашей жизни. Я изливаю свою благодать на каждый аспект вашей жизни. Я предлагаю вам возможность, о которой вы так долго мечтали, но для того, чтобы полностью освободиться от цепей, уз, притеснений и проклятий, вы должны погрузить свою душу в реку моей любви. Вы откроете для себя нечто удивительное. Ваши проблемы постепенно исчезнут, когда вы узнаете меня и позволите мне занять достойное место в вашем сердце. Аминь. Тебе нужна любовь. Я приглашаю вас в безопасную гавань, где я всегда буду ждать вас каждое утро, чтобы с любовью заботиться о вас и защищать вас, как теплые объятия от холода. Я возьму тебя за руку и нежно, как маленького ребенка, поведу к своему столу. Там я накормлю тебя словами, дающими силы и обновление, позабочусь о твоем лице, приведу в порядок твои волосы и вручу тебе сумку, полную новых мечтаний и иллюзий. Мы вместе вышли на улицу, чтобы жить и противостоять трудностям. Мне радостно видеть твое лицо, полное уверенности, потому что ты знаешь, что я всегда буду рядом с тобой. Ты никогда не будешь чувствовать себя одиноким, ты знаешь, что я буду защищать тебя, несмотря ни на что, несмотря на сложные пути и препятствия, которые могут возникнуть. Я буду с тобой на каждом шагу. Вы можете смотреть на меня полными доверия глазами, зная, что я никогда не отпущу вашу руку. Мы продолжаем двигаться вперед, начиная восхождение на вершину новой горы. Там ты найдешь уже достигнутые победы и обретешь новую цель. Я обновлю ваши надежды, и солнце,
освещающее ваше будущее, запечатлеет на вашей коже прекрасные благословения, которые вас ожидают. Путь, по которому вы должны идти, будет отмечен крестом, который укажет точное место, куда вы должны прийти, чтобы исполнить свое предназначение и судьбу. Когда мы придем туда, вы обнаружите источник кристально чистой воды, текущей как река. Вы увидите свое отражение в нем, как в зеркале, и поймете, насколько вы выросли. Ты уже не будешь прежним, твое лицо будет излучать счастье. Ваши ноги будут сильными, ноги легкими, а руки способными выдерживать большие нагрузки. Ваш характер будет выкован крепче стали. Хотя я буду и дальше сопровождать вас в этом путешествии, до места назначения вы доберетесь самостоятельно. Вы должны научиться идти верой, доверяя тому, чего не видите. Когда вы сможете полностью довериться мне, это наполнит меня радостью. Даже если вы не можете увидеть меня, не останавливайтесь перед проблемами, которые могут возникнуть. Мы долго шли вместе, и вы узнали меня достаточно хорошо, чтобы не бояться того, что происходит вокруг вас. Вы можете полностью довериться тому, что я никогда не оставлю вас, и вы будете идти вперед, выполняя свое предназначение и свои обязанности. Поддерживайте в себе ту горячую веру, которая зажигает в вас желание побеждать, будь то в изобилии или в недостатке, в здоровье или в болезни, при поддержке семьи или даже если те, кого вы любите, покинули вас. Помните, что все, что от вас требуется, это верить и доверять. Я всемогущий Бог, исполняющий свои обещания, не нарушающий договора и не лгущий. Хотя в человеческом облике я огонь пожирающий для тех, кто верит в меня и отдает мне свое сердце, я сладкая и вечная любовь, терпеливая и понимающая, любящая и нежная. Я радуюсь вашему покаянию и награждаю вас прощением. Я сниму с вас вину и очищу ваше сердце, даже если вы совершаете ошибки. Идите вперед без страха. Обращайтесь ко мне с уверенностью, ибо я здесь не для того, чтобы причинять вам боль за ваши проступки. Хотя вы можете столкнуться с последствиями своих ошибок, я буду рядом, чтобы помочь вам. Но вы должны идти до конца, потому что я безмерно люблю вас. Я отдал себя на кресте за ваши грехи, чтобы вы верили в меня, любили меня и искали меня искренне и преданно. Это откроет перед вами и вашей семьей возможность вечной жизни в моем присутствии и духовного наследства, полного чудес, триумфов и побед здесь, на земле. Даже если вы отдалитесь от меня и решите забыть меня, я останусь верным и несокрушимым. От этой божественной любви невозможно отказаться, и вы не сможете избежать ее, куда бы вы ни пошли. Я буду следовать за тобой с терпением и нежностью, неустанно разыскивая тебя. И когда я найду тебя, мои губы спокойно и терпеливо раскроются, чтобы ты услышал мои слова, полные сладости и спокойствия, которые исцелят твою душу. Вы испытаете огромную и сильную любовь. Даже если вы заблудились далеко, в конце концов вы вернетесь ко мне. Я приготовил для вас прекрасный дом. Так что верьте и мужайтесь. Ваш удел ни тьма, ни печаль и ни боль. Ваш удел – моя любовь,
которая всегда ждет вас с распростертыми объятиями. Вы можете вернуться с уверенностью. Храните это обещание в своей душе, чтобы никогда не забывать о нем. Проникнитесь его сильным и непобедимым характером. На вашем пути будут встречаться трудности и отвлекающие факторы, но помните, что в моем присутствии вы всегда найдете изобилие любви. Любовь чистую, непорочную, святую и надежную – это вечная любовь. Аминь. Ваше чудо произойдет в самый неожиданный момент. Ваша свобода придет в тот день, которого вы меньше всего ожидали. Счастье придет без предупреждения. Вставайте, боритесь, не бойтесь и не унывайте. Активизируйте свою веру, потому что ваша победа уже близка, а триумф в пределах досягаемости. За вашу веру и преданность вас ждут великие благословения и необыкновенные награды. Я решил обильно благословить вас, и моя воля будет исполнена. Я позабочусь о тех, кто любит меня, верит в меня, знает мое слово и питается им. Я укреплю сердца, которые доверяют моим обещаниям и размышляют над моими заповедями день и ночь. Я явлю свою сверхъестественную силу моим воинам, которые никогда не сдаются и не сомневаются в моей нерушимой любви, зная, что я готов избавить их от врагов и вывести из всех конфликтов. Вы тоже один из моих избранных, поэтому очень важно, чтобы вы держались за мое слово и не забывали о любви, с которой мой голос обращается к вам. Это будет побуждать вас каждое утро, когда вы проснетесь, вставать на колени у своей постели и молиться со всей верой. Не сомневайтесь больше. Молитесь за свою семью, за свое здоровье. Я хочу, чтобы в ваших финансах произошло чудо. Я хочу снять с вас всю свою серьезность и ту нужду, которая вас окружает. Я повторяю и подтверждаю, что эти слова, которые я говорю вам, зарождаются в вашей душе и, подобно гигантскому дереву, будут расти в вашем сердце. Когда придет время, и они принесут свои плоды, вы увидите великие чудеса. Не бойтесь и не унывайте из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь сегодня. Продолжайте двигаться вперед, не останавливаясь, боритесь без колебаний, и вы сами увидите, как ваши конфликты разрешатся сверхъестественным образом. Благословение, которое я посылаю вам, настолько велико, что оно сокрушит все страдания и печали, которые вы пережили в своей жизни. Я преобразую ваш менталитет. Вы больше не будете смотреть на себя с пессимизмом и негативом. Мои обетования придут вам на ум, и каждое утро это святое слово будет поднимать вас. Вы будете спокойно идти по жизни, не боясь опасностей и бедствий, потому что армия моих ангелов-воинов будет защищать вас. Однако нельзя отклоняться от этого священного пути, нельзя отвлекаться на угрозы и проблемы, которые ставит перед вами враг. Не тратьте время и силы на бесполезное дело, которые лишь отнимают у вас время и жизнь. Сосредоточьтесь на том, чтобы лучше узнать меня и наполнить себя этим словом, которое преобразит ваш характер. Уделяйте мне время по утрам, чтобы, когда я просветлю ваш дух, ваша семья возносила мое имя в песнях и псалмах в вашем доме. Я решил благословить вас и вашу семью, потому что я люблю их
и я сделаю это. Ничто не может остановить мою руку. Я создаю период изобилия, чтобы вы могли испытать его, насладиться им и подготовиться к грядущим победам. Вы давно мечтали о том, чтобы мои обещания исполнились в вашей жизни. Вы устали жить среди негативно настроенных людей, которые не понимают, что вы значите для меня, и не ценят дары и таланты, которыми я наделил их. Вы стали свидетелем того, как сбываются написанные пророчества. Больше не время играть со своим будущим. Вы знаете мое слово и знаете, что я истинен и реален. Ваши близкие также поймут, что мое присутствие обитает в вашем доме и что у меня есть для вас неизменная цель. В эти дни нужно встать и не обращать внимания на тех, кто говорит только о поражении и негативе. Для них победа всегда будет недостижима, и все, что они предпримут, будет провалено. Они не верят в ценность своей жизни и лишают себя и других возможностей. Хотя они утверждают, что любят своих друзей, на самом деле они завидуют им и показывают это своими поступками. Они могут улыбаться, глядя на вас, но предают вас, когда вы идете своим путем. Они завидуют вам, потому что у вас хватило мужества упорствовать, бороться и преследовать мое слово, несмотря на ваше прошлое и негативно настроенных людей вокруг вас. Сегодня день вашего спасения. Я возвещаю о приходе вашей победы и освобождения. Не бойтесь, вы полны веры. Поэтому я без всякого сомнения подтверждаю, что сотворю великие чудеса в твоей жизни и жизни твоей семьи. Чудо, которого вы так долго ждали, вот-вот произойдет. Верите ли вы в это? Аминь. Я очищаю твое сердце, даже если ты потерпел неудачу. Идите вперед, идите без страха. Подходите с уверенностью. Я не хочу причинять вам боль за ваши ошибки. Хотя вы столкнетесь с последствиями своих неудач, я помогу вам. Но вы будете идти до конца, потому что я возлюбил вас безмерно. Я отдал себя на кресте за ваши грехи, чтобы вы верили в меня, любили меня и искренне искали меня. Таким образом, вы и ваша семья сможете получить возможность вечной жизни в моем присутствии. Наслаждаться духовным наследством чудес, триумфов и побед здесь, на земле. Даже если вы отвернитесь от меня и решите забыть меня, я останусь верен. Я не могу отречься от этой божественной любви. Я не могу отвернуться от тебя, и ты не можешь спрятаться. Куда бы ты ни пошел, я буду искать тебя с терпением и нежностью. Я найду тебя и буду говорить с тобой спокойно. Вы услышите мои слова, которые принесут сладость и покой в вашу душу. Вы почувствуете огромную и сильную любовь. Даже если вы отдалились, вы вернетесь ко мне, ибо я приготовил для вас прекрасный дом. Сохраняйте веру и мужество. Вам не суждено жить во тьме, печали и боли. Моя любовь ждет вас. Мои объятия всегда открыты. Вы можете вернуться с уверенностью. Храните это обещание в своей душе, чтобы не забыть его. Я даю тебе сильный и непобедимый характер. Вы будете несокрушимы.
Вас могут отвлекать и обескураживать, но вы будете готовы противостоять им как в хорошие, так и в трудные времена. В моем присутствии всегда будет царить обильная и надежная любовь к вам. Я посылаю вам это слово спокойствия в благополучные и трудные времена, потому что услышал ваше желание обрести мир. Я вдыхаю в вашу душу божественное ободрение. Почувствуйте, как вы сейчас наполняетесь безмятежностью. Раскройте губы в благодарственной молитве. Это самая прекрасная молитва, которую вы можете вознести. Не расстраивайтесь, я прекрасно вас слышу. Мой ответ был послан еще до того, как вы спросили, но проявите веру. Не полагайтесь только на свои силы. Даже если вы умны, не полагайтесь на свое благоразумие. Будьте мудры и смиренны, потому что вы не знаете всех угроз, скрытых во тьме, которая вас окружает. В духовном мире будьте внимательны и серьезно относитесь к моим словам. Обращайтесь ко мне в минуты радости и счастья, а также в периоды конфликтов и невзгод. Говорить со мной несложно, это вопрос веры. Взывайте ко мне, где бы вы ни находились, и я отвечу вам. Когда вы будете слушать меня, вы почувствуете, как мой Святой Дух обнимает вас. Я не оставлю вас, пока ваше сердце не успокоится. Я не позволю вам ходить в страхе и отчаянии. Я буду стучаться в дверь твоей души каждый рассвет. Вставайте рано, когда все еще спят, и начинайте свой день на коленях и в тишине с активной верой. Приходите с уверенностью, потому что я жду вас с распростертыми объятиями. Искренне обращайтесь ко мне, советуйтесь со мной по мелочам. Не бойтесь говорить мне о том, что вам нужно. Ваши молитвы ценны и дороги для меня. Вы узнали свои приоритеты. Не просите у меня роскоши и суеты. Силой моего слова и моей властью вам, истинно верующим, я говорю: не бойтесь, не унывайте. Непрестанно молитесь о своей жизни и о своем будущем. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения. Если вам понравилось это сообщение и вы получили благословение, поделитесь им, чтобы благословить чью-то жизнь. Оставьте лайк, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать больше сообщений, подобных этому. Хотите получить еще большие благословения? Тогда нажмите на это видео. Бог хочет продолжать говорить с вами. Аминь.